Сегодня актеры любимого театра играют спектакль «Чудеса пренебрежения» или «Женщины – это дьяволы». Мы пойдем к ним и посмотрим, как идут приготовления к этому спектаклю. И заодно для образца, как может выглядеть ваш видеоблог. Видеоблог интервью, обзор или экскурс. Напоминаю, что ваш видеоблог и ваше видение может быть абсолютно другое. Это зависит только от вас. Мы ждем вашей работы. Куда бы ты, как зритель, хотел попасть в первую очередь? Не знаю, как вы, я бы хотела попасть в гримерку. Пойдем? А что? Кузина. А мы зашли в гримерную. Здесь готовят замечательную, красивую Ольгу Надорову, Ольга Николаевна. Посмотрите, какая она красивая. Ольга Николаевна, кого вы играете сегодня? Ой, я играю молодую, которая верит в любовь, девушку, которая ждет настоящую любовь, надеется на лучшее, и которой отец привел ее к своей Сюзанне, к своей сестре на перевоспитание. И не менее важную роль здесь играет гример. Юля, да? Да. Юля, как вас по отчеству? Ивановна. Юля, сколько вот в день перед спектаклем вам приходится гримировать актеров? Ну, это в зависимости от спектакля. Ну, Спектакль, до 5, до 15, 20. И вы одна постоянно? Или Нет, у нас еще одна девушка есть. Просто сейчас вот отлично. Мне кажется, это такая замечательная работа гримировать таких замечательных актеров. Да, очень. В красивом парике у нас актер Евгений Благов. Здрасте. Я не знаю, как вы, я его сразу узнала из спектакля «Капитанская дочка», я думаю, многие смотрели. Евгений, кого вы играете сейчас? Паш. Вдвоем мы два пажа, которые приносят кубки. Вот из-за них начинается весь сыр-бор. Вот, вся вот эта вот драматическая часть. Вот, ну, в конце все хорошо. У нас небольшая сцена, где мы как раз начинаем фехтоваться. Вот, фехтование, потом небольшая драка, и все. У нас там мало. У вас очень красивый парик. Ну для такого парика надо худое лицо. А это что? И у вас очень красивый парик. А пока еще на сцене нет никого. Актеры готовятся. У нас есть уникальная возможность посмотреть. Сколько раз вы были в Национальном драматическом театре? У меня с этим театром связана вся студенческая жизнь. Постоянно я хожу в этот театр, я знаю всех актеров, я люблю этих актеров. И сегодня, когда я могу с ними говорить вот так, когда я могу с ними посидеть в гримерке, когда я могу с ними побыть на репетиции, для меня это очень важно. И я думаю, для каждого из вас, который тоже любит этих актеров, это тоже важно. С помощью этого конкурса у вас есть возможность пообщаться и познакомиться с актерами Национального драматического театра. В сегодняшнем спектакле участвует Алексей Павлович Егранов, вот такой вот красивый, уже в гриме. Алексей, кого вы играете? В спектакле в данном? Да. Так, Лопе де Вега, «Чудеса пренебрежения» или «Женщина дьявол». Я играю влюбленного дурня в одну из, так сказать, женщин, в которую тоже многие влюблены, так хотят руки и сердце. Вот. Я один из женихов, так сказать. Вот. Ну и на протяжении спектакля там добиваемся расположения дамы. В 12:30 начался первый спектакль, и уже вечером, сегодня в пятницу, будет совершенно другой спектакль. Готовятся декорации, готовятся актеры. Некоторые актеры играют и в этом спектакле. Кстати, спектакль вечером будет на макшанском языке. Это интересно. Интересно то, что актеры абсолютно свободно говорят как на русском языке, так на эрзианском и на макшанском языках. Синдяв там лацкурт атады мокшек сэрзякс. Мокшит ады лерзятад. Он мокшан. Мой родители не кирист. Шейговый районса, шейговса, ализе,
Авайже, здесь кортай тедей, а ми корта там авай. А здесь Вот. куражи. Сон сарганский. Можешь применить то, что на... Или Оренбургса, Там две штуки то в сокалма. Марине. Так что он частый. А ну одну Мгм. не прилепи. Течи карманинг стакшин история, стена ктаттоса. Так что история. А я в течи нафнался. Течи мой напарник из нафки. Андрей Кипайкин. Сон Эльзя, но лац кортай мокшикс. Лац нафки. Один симбяктер на кортахте мокшикс эрзякс. Эльзякс и мокшикс. Тяса обязанность. Кортамс мокшикс, кортамс эльзякс и лац, главное, кортамс. Вот. Несколько минуточек остается до спектакля. Сейчас мы с вами тоже зайдем и прикоснемся к прекрасному. Зал тоже полный людей. Все ждут. Прощайте, сеньор. А вы? Шо? Закончился Карина, студентка политехнического техникума, да, в Саранске. Карина, как тебе спектакль? Спектакль очень понравился, очень интересно. Все актеры очень замечательные. Кто больше всех понравился? Больше всех понравился Фернандо, так как он самый забавный, самый интересный и, в общем-то, всех примирил. Все-таки он как бы... Ты первый раз в этом театре? Да, я в первый раз. в этом Придешь еще? театре. Конечно, очень интересно. Один зритель, замечательная девушка Каролина. Каролина, как тебе спектакль? Очень понравился. Я не первый раз в драматическом театре. Я ходила раньше на Ромео и Джульетту. Мне очень понравилась в этот раз игра актеров. Прям очень эпично получилось у них. То есть как-то я хотела сама стать актрисой, но не получилось. Вот. Очень понравилось, прям очень яркие эмоции от просмотра. Приходи в театр еще. Конечно, я еще раз приду. Ялгат отечен спектакль теса Афантик Руст, но и Мокшин Ломать какие-то ксинди, Ватимазы Мокшин Ломать Юлясь, работа Рузаев Кань газетаса, тяфта? Юля. Газета с телевидения. Юля, пода матойни мехни арсиматни те театрат марта. Мон аза честно, что мы димпек мели за театр, сафантик спектакль за нингса, но и мы имели за сашнем с атмосферой тингса. Напитываться энергией. И мы зараз думаю, Сашин ули возможно дитя за сам, смон Сашин дан с огромным удовольствием. Те театр даже сувать меня семейный жизни не сканди. Мы зардали из Марта Ревеевде, минтя суль с фотосессии несколько, и те фотографии не монопик часто ванцайн и поэтому мы куда особо теплота к этому театру. Под каким впечатлением люди от этого спектакля? Иногда мне и самой интересно, ну как можно быть таким талантливым? И почему я не такая талантливая, например? Но в то же время сразу вспоминаются строчки из одного известного стихотворения. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы. Приходите в театр. Для того, чтобы принять участие, надо просто написать в сообщении группы театра «Я хочу принять участие в конкурсе». Затем выбираете спектакль, который вы хотели бы посетить и который вы хотели бы показать в любой абсолютно форме. Приходите и снимаете свой небольшой видеоблог от 1 до 4 минут. Итоги подводим 27 марта, в День театра. Будут призы и дипломы. Участвуйте!